Добрый день. Буквально до 5 минут. Тут задержка, так что можно начинать. Добрый день, уважаемые коллеги. Приветствуем все муниципальное образование, которое вместе с нами присутствует на первом установочном собрании Республиканского методического объединения учителей химии. Нам очень важно, что сегодня мы начинаем совместную работу по формированию единого профессионального сообщества. Именно вы будете включены в решение тех вопросов, которые связаны с разработкой предметных концепций, выработки инновационных решений по химии как учебному предмету. И, конечно, нам очень важно, чтобы вы включались в систему профессионального развития учителей-предметников. И я очень рада, что сегодня в нашей студии присутствуют представители муниципальных образований, присутствуют представители города Сыктывкар. Уважаемые коллеги, может быть, подскажете мне, кто из каких еще районов? Сыктывкар. И я хочу предоставить слово председателю нашего объединения Наталье Анатольевне Майберу. Наталья Анатольевна, вам слово. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы начинаем установочное заседание по организации деятельности Республиканского методического объединения учителей химии. Мы работаем в режиме видеоконференции, и я прошу откликнуться тех, кто нас сейчас видит, кто нас слышит, кто находится в чате, чтобы мы знали, сколько учителей с нами вместе работают. Согласно приказам Министерства образования, Согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми за номером 279-П от 28 августа были созданы республиканские методические объединения по предметам, в том числе и по химии. На сегодняшний день созданы 20 методических объединений. Руководителем Республиканского методического объединения учителей химии по приказу назначена я. Я работаю учителем химии в средней общеобразовательной школе в селе Объячево. Актуальность создания республиканских методических объединений обусловлена необходимостью разработки концепции развития содержания учебного предмета, разработки и освоения новых подходов и технологий преподавания предмета, необходимостью профессиональной экспертизы и активного обсуждения в педагогическом сообществе лучших практик, необходимостью организации площадок для разработки предложений, методического сопровождения процессов развития образования. Республиканские методические объединения являются государственно-общественным объединением. В отличие от общественных объединений, которые в последние годы активно развиваются и работают, клубов, ассоциаций, союзов, Республиканское методическое объединение курируется Министерством образования. Но в работе республиканских методических объединений могут принимать участие все желающие педагоги. Для этого на сайте КРИРО, на портале «Открытое образование» в разделе «Педагогам» создана страница «Республиканские методические объединения», где каждый педагог может зарегистрироваться и стать участником Республиканского методического объединения. На сегодняшний день в нашем Республиканском методическом объединении учителей химии зарегистрировались 24 человека. Согласно положению, которое мы будем сегодня рассматривать, Республиканское методическое объединение состоит как бы из двух частей. Одна часть, она обязательная, называется словом «совет», и туда входят руководители муниципальных объединений, а вторая часть добровольная, в которую входят все педагоги, которые желают принять участие в работе республиканского МО. К сожалению, могу констатировать тот факт, что у нас совсем нет представителей Кнежпогосского, Ижемского, Сыктывдинского, Усть-Цилимского, Троицко-Печорского районов, городов Усинска и Ухта. От города Сосногорск и Сысольского района есть представители, но пока не откликнулись руководители методических объединений. Я очень хочу надеяться, что в течение ближайших дней они к нам обязательно присоединятся. И сегодня на повестке дня у нас 3 вопроса.
Первый вопрос – принятие положения Республиканского методического объединения учителей химии. Второй вопрос – утверждение Совета МО. И третий вопрос – утверждение плана заседаний и плана работы Республиканского методического объединения учителей химии на 2017-2018 год. И если у нас есть данные, сколько людей с нами вместе? 19 онлайн. Так, 19 людей онлайн, и с нами присутствует. У нас здесь 5 человек. 9. 9 человек у нас онлайн, и у нас здесь 5 человек. Итого у нас 14 человек. И в нашем положении прописано, что решение принимается большинством голосов присутствующих. То если вы хотите проголосовать, и даже надо проголосовать по повестке дня, есть ли какие-то возражения, предложения по повестке дня? У нас присутствующих нет. Присутствующих здесь нет. Нет, Замечательно. там не пишут. Нет пока. Вот если у нас предложений по повестке дня нет, значит мы начинаем работать и рассматриваем первый вопрос. Первым вопросом утверждение положения Республиканского методического объединения учителей химии. Для тех, кто является руководителем муниципальных объединений, я перед нашей сегодняшней встречей рассылала проект положения. Для тех, кто этого положения не видел, то я хочу его коротко представить. Часть положения я уже озвучила и сказала, что Республиканское методическое объединение – это общественно-государственное объединение. На добровольных началах входят все педагоги, а само Республиканское методическое объединение входит в структуру Республиканского учебного методического объединения. Деятельность нашего объединения будет направлена на решение ряда задач, которые вы сейчас видите на слайде. К этим задачам могу добавить еще одну, которая будет звучать как помощь муниципальным методическим объединениям, в том числе в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения. В положении прописаны также общие требования к деятельности Республиканского методического объединения учителей химии, форма организации деятельности и общие требования к управлению деятельностью. Мое предложение такое, чтобы это положение принять за основу в течение 1-2 дней. Я постараюсь его выложить на сайте «Открытое образование» на вкладке «Учителей химии», чтобы все желающие могли с ним подробно ознакомиться и высказать свои мнения, свои идеи, и потом это положение уже официально утвердить. Если кто-то желает сейчас высказаться по положению, кто его уже видел, то мы принимаем все ваши вопросы, все пожелания. И если присутствующие здесь, буду тогда чаще обращаться к вам, как вы относитесь к тому, чтобы вот проект положения принять за основу и разместить его на сайте в течение 1-2 дней, провести обсуждение? Так, это положение мы принимаем. И переходим ко второму вопросу. Вторым вопросом у нас утверждение Совета Республиканского методического объединения учителей химии. В Совет у нас входят руководители муниципальных объединений, руководители городских объединений. В Совет также входят педагоги государственных образовательных учреждений. И по закону о персональных данных я это не могла разместить заранее, поэтому я хочу зачитать пофамильно членов Совета Республиканского методического объединения учителей химии. Если будут какие-то ошибки, то вы меня поправляйте. И в Совет у нас вошли Беленко Наталья Николаевна, учитель химии средней общеобразовательной школы номер 3 города Печоры. Пчелкина Галина Викторовна, учитель химии государственного общеобразовательного учреждения Коми Республиканский лицей при Сыктывкарском государственном университете, город Сыктывкар. Борткевич Елена Григорьевна, учитель химии, заместитель директора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы номер 9 города Инты. Витязева Оксана Валерьевна,
Учитель химии, школа номер 36, город Сыктывкар. Скротский Болеслав Владимирович, учитель химии и биологии, гимназия искусств при главе Республики Коми имени Спиридонова, город Сыктывкар. Донина Татьяна Викторовна, заместитель директора средней общеобразовательной школы номер 39, город Воркута. Моторина Надежда Николаевна, учитель химии и биологии, школы села Подъельск, Каркеровский район. Георгиева Татьяна Григорьевна, учитель химии, Ударской, извиняюсь, Благоевской средней школы, Ударский район. Коснарева Людмила Васильевна, учитель химии и биологии средней общеобразовательной школы села Гурьевка, Прилузский район. Детятева Оксана Александровна, государственное автономное образовательное учреждение, школа-интернат Республики Коми, Коми республиканский лицей-интернат для одаренных детей из сельской местности, город Сыктывкар. Козлова Ирина Валерьяновна, средняя общеобразовательная школа села Устьбын. Бурина Зинаида Семеновна, школа номер 2, город Вуктыл. Кислицына Людмила Алексеевна, школа села Кайгорода, Кайгородский район. И Мазурская Оксана Романовна, Коми республиканский физико-математический лицей-интернат, город Сыктывкар. Есть ли у вас какие-то возражения по Совету Республиканского методического объединения учителей химии? Есть предложение. Да. Так как у нас не заявились такие крупные города, как Ухта, но там нельзя, чтобы не было представителей, потому что да, то есть мы оставляем квоту, там 2-3 вещи, и когда поступит от них информация, кто будет заявление, то есть мы оставляем 3 квоты, скажем, для Ухты, кто там попадал, то есть к этому списку мы еще... Обязательно я сказала, что мы ждем, что они откликнутся, мы в это верим. Все 20 муниципалитетов должны войти в состав РМО, Совета РМО, да? Плюс государственное учреждение. Представители каждого. Да. Чтобы на месте он мог координировать. Конечно. Так, предложение принимается. До какого срока мы ждем списки окончательно зарегистрировавшихся? Неделю, да? Давайте неделю. Может, обратиться к администрации, чтобы немножко их подернули. То есть решение сказать, что нет, о сроках надо уведомить управление образования, районное управление образования. Может быть, направить письмо по всем районам, где немножко их встряхнуть, чтобы они в течение недели жестко сроки. Итак, коллеги, до 25 октября мы ждем еще желающих войти в состав Совета Республиканского методического объединения учителей химии. Почему 25 число? Потому что этот состав будет утвержден приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Ну, предложение, что направить управление образования, потому что те, кто отозвались... Эту работу организационную мы продолжим. Да. Спасибо. Все. Спасибо. Принято. И сегодня нам надо утвердить совет, что мы это уже сделали, и выбрать заместителя руководителя Республиканского методического объединения и секретаря. В качестве заместителя я предлагаю выбрать Оксану Валерьевну Витязеву. Да. Оксану Валерьевну Витязеву. Я с ней предварительно разговаривала, дала свое согласие. По принципу представитель города Сыктывкара. Есть ли возражения по кандидатуре? И в обязанности заместителя входит, сейчас я зачитаю, заместитель председателя Республиканского методического объединения организует работу по выполнению решения объединения, осуществляет непосредственно оперативное руководство деятельностью РМО, проводит заседания Совета РМО во время отсутствия председателя, организует работу членов РМО. И у меня нет кандидатуры по секретарю. Если есть у вас какие-то предложения, если кто-то добровольно хочет быть секретарем, то мы ждем от вас предложений, заявок. Да, на электронную почту, адрес почты будет указан потом в презентации. Значит, обязанности секретаря Республиканского методического объединения: осуществляет информационное взаимодействие с членами РМО, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям РМО, ведет протоколы и осуществляет иные действия по поручению председателя. У присутствующих
Нет желания? Так, и мы тогда тоже до 25 октября ждем заявок, предложений, что люди откликнутся, и кто-то возьмет на себя функцию секретаря нашего методического объединения. Так, и третий вопрос. Утверждение плана работы и плана заседаний. План заседаний предварительно был также предварительно отправлен членам БРМО, которые входят в Совет. Я запланировала 3 заседания, не включая это. Кроме установочного, на декабрь месяц запланировано заседание по теме внедрения концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области, естественно-научные предметы, химия. На февраль месяц, здесь мы рассматриваем 4 вопроса. В декабре мы рассматриваем 4 вопроса, которые вот вы сейчас видите. На февраль месяц запланировано 2-е заседание по теме развития потенциальной одаренности учащихся. Там мы будем рассматривать еще 4 вопроса, которые вы тоже сейчас должны видеть. И последнее заседание у нас будет в апреле. Тема заседания – пути повышения эффективности работы учителя. И там у нас тоже к рассмотрению будет 4 вопроса. План заседаний я тоже выложу после нашей работы на сайте «Открытое образование», на нашей страничке «Предметы химия», чтобы все могли ознакомиться. И как вы видите, что у меня ответственный пока пустая колоночка, потому что жду, что от вас будут какие-то предложения. Кто-то захочет участвовать при рассмотрении этих вопросов. И так как еще не все люди с нами вместе, то потом, когда полностью Совет республиканский сформируется, тогда уже мы выберем ответственных вот к этим заседаниям. Есть какие-то предложения сейчас, вот в данную секунду? Есть. Значит, смотрите, тут в основном такие теоретические вопросы. Поэтому предлагается, скажем, каждому заседанию, так как мы имеем возможность дистанционно включаться и показывать и видеофрагменты, и практические вещи, то я думаю, что можно предложить каждому заседанию, чтобы оживить их, сделать более практичными, либо выступления с наработками, да, какими-то именно по преподаванию химии, либо элементы какие-то, которые новаторские, эксклюзивные, которые бы мы могли предложить не только членам, но и победителей ПНКО, учителей, победителей конкурсов профессиональных, если по химии такие были, в финал не вошли, но тем не менее разработка их интересна, и просто учителей высшей категории, которые бы пожелают выступить, то есть в рамках вот такого нашего дистанционного общения. То есть это вторым вопросом достаточно интересно, чтобы рассказал человек, показал какие-то интересные подходы, схемы, таблицы, изюминки свои, и это было бы вот более живое общение, это бы заинтересовало людей, чтобы они подсоединялись к нам, и в данном случае вот эти заседания можно сделать дистанционным для более широкого круга химиков. То есть они могли бы активно участвовать. То есть практическая вот такая вот направленность предлагается. И прямо включить в план, а людей подобрать. Потому что таких людей у нас интересных много, и мы можем действительно подобрать и разнообразить формы вот этого заседания. На самом деле, действительно, республиканское методическое объединение создается и по любому предмету, в том числе с целью обобщения и сбора лучших практик работы учителей. Это одна из главных целей, это все-таки модернизация содержания предмета и технологии преподавания. Но для того, чтобы модернизировать, нужно действительно знать, что именно модернизировать, какую, скажем так, при помощи каких средств и технологий, уже имеющихся, может быть, используемых, это можно делать. Поэтому здесь вот обратите внимание, есть возможность как в онлайн-режиме это принимать участие
приезжая в город Сыктывкар сюда, потому что на базе именно этой аудитории нашего института будут происходить эти заседания всех республиканских педагогических объединений. Это можно сделать при помощи действительно видеозаписи, то есть записав заранее свое выступление, часть урока, какого-то мероприятия, прислав ее и с комментарием, который мы здесь озвучиваем. Это можно будет сделать в заочном формате, разместив через руководителя на сетевом портале, разместив свой материал к обсуждению, к оценке коллег. Да. Обратите, коллеги, внимание, это будет представление опыта именно республиканского уровня. Многим это надо, в том числе для аттестации, для получения определенных баллов на аттестацию. Очень хорошее предложение, оно, естественно, принимается. И мы оставим вот этот план наших заседаний за основу, да, и потом будем вносить коррективы. И у меня еще остается, вот это у нас планы заседаний, у меня остается еще много вопросов по непосредственной работе по нашему предмету. И опять же, мне нужны предложения учителей химии всей республики, что мы запланируем конкретно работу между заседаниями. Продумать, как она будет осуществляться, что мы можем провести своими силами по нашему предмету. Идеи. Я думаю, что это можно сделать в формате организации публикаций. У нас очень мало изданий, которые так или иначе, где мы можем публиковаться. Понятно, пробиться там химия в школе и другие журналы нам очень сложно. А публикации требуются. Человек хочет. Сейчас есть, конечно, возможность электронных публикаций, да, и на российском уровне, вы знаете, есть такое. Но не всегда мы можем соответствовать этому уровню российскому. А, скажем, обобщение на уровне республиканского мы можем, в принципе, запланировать развод издания сборника вот таких методических материалов, их немножко отредактировать, там, поправить. И это будет конкретная работа, которую можно распространить уже по муниципалитетам, по учителям химии. Такой сборник издания вот этих моментов, включая те, которые будут реально в онлайн-режиме здесь. Их включать. И к тому же еще те учителя, которые, ну, может быть, не готовы публично провести вебинар или что-то такое, но они имеют эти материалы. То есть посмотреть, что у них есть, какие-то методики авторские, какие-то готовить, начинать дидактические материалы, сборники, да. Кимы, там все что угодно. Особенно очень интересные авторские сейчас и индивидуально интересные. То есть в данном случае уже сейчас можно начать объявить о том, что такие материалы имеют возможность приниматься, и, соответственно, люди могут уже сейчас подбирать какие-то материалы, присылать, а внутри вот этого экспертного совета создать группу, или несколько, не все, скажем, 20 человек, да, а чтобы группа еще такая, которая там, включая, скажем, кандидатов наук, специалистов и так далее, представителей кривов, чтобы они эти материалы сделали некий отбор, какую-то селекцию. Экспертную оценку дали, и такой сборничек выпускали. Я думаю, что это было бы интересно, и оно привлечет достаточно большое количество людей. Вот. И опять же, к той же самой аттестации, это тоже публикация, которую мы, как метод объединения, будем считать достаточно серьезным серьезной трансляцией опыта. Да? Да. Многие республиканские методические объединения по другим предметам идут таким же путем, но организуя или, скажем так, предлагая организовать в качестве задания нашему институту конкурс методических разработок. Не просто публикацию, но еще и конкурсный отбор. То есть вот здесь в этом году у нас была инноватика, это республиканский конкурс, но он был очень широкий. То есть там и очень серьезные критерии, скажем так, несколько непредметный подход, действительно инновации. У многих учителей, правильно сказано, может быть, нет инноваций, но есть хороший опыт, который имеет результаты, который эффективен, который учитель хотел бы представить или на который учитель хотел бы получить оценку, а правильно ли он все делает. Вот конкурсное пространство, оно действительно позволяет сделать эту оценку, собрав таким образом и опубликовав действительно вот лучшие вещи. Можно пойти без конкурса публикации, можно организовать конкурсы. Вот для этого и собирается, опять же, для экспертизы каких-то вещей, в том числе разработок учителей, собирается вот это методическое объединение. То есть задачи действительно поставлены, это в первую очередь обсуждение концепции содержания, предметы и технологии преподавания, модернизация. Это для экспертной оценки существующего либо внедряемого опыта.
для организации либо оказания помощи и участия в организации каких-то конкурсных мероприятий, конференций и так далее. Для, конечно, вот обобщения и представления опыта в профессиональном сообществе, вот в узком, не в широком плане республиканском, да, а в узком именно профессиональном по предмету. Мне бы хотелось вот это, безусловно, еще оживить работу с детьми. Потому что в городских школах, может, у вас для детей много мероприятий проводится, в сельских школах нет ничего. И вот я не знаю, как оно будет выглядеть и что оно будет из себя представлять, но чтобы детей задействовать нашим предметом на уровне республики. Здесь нужно действительно подумать, да. либо через конкурсные, либо через исследовательские мини-конференции, да, конкурсы исследовательских работ, именно детских исследовательских, проектных, может быть, работ именно по предмету. И, в принципе, очень хорошая действительно идея. Почему? Потому что в сельской школе, как правило, учитель химии один. И ему здесь организовывать и соревноваться самому с собой, и ему же экспертировать самого себя очень сложно. Сейчас по России идет конкурс, видеофрагмент «Химический опыт». Да, он идет по России. Мы можем не изобретать здесь такие вещи. То есть ученик постановочно делает интересные опыты, да, или какой-то вот, им на уровне республики присылают. Сейчас это не проблема. Сейчас даже с телефона в достаточном качестве можно это зафиксировать и конкурс объявить. То есть мы можем стать теми самыми организаторами, а дети в каждой сельской школе находят материалы, с химиком организуют постановочный какой-то опыт. Эти опыты можно даже потом с таким условием, что потом эти опыты в какую-то коллекцию накидываем, и потом учитель может в любой момент взять, если не хватает реактивов, если еще чего-то нет. Такие интересные опыты, которые не в каждой школе проведешь. Может обратиться в Академию наук, экоаналитическую лабораторию, в Институт химии, те опыты, которые мы провести не можем, с интересным, то есть пояснением тоже можно сделать. То есть вне программы. Вот такие интересные идеи, предложения, чтобы между заседаниями не затихала. Да, не затихала наша деятельность. Мы можем пригласить всю республику, собственно, поучаствовать в межмуниципальном конкурсе. У нас есть такой конкурс «Химия – музыка вдохновения». Этот конкурс проходит уже 3, если не 4 года, не могу ошибаться. Он проходит ежегодно в канун под Новый год, детям дается задание, то есть в ноябре-декабре выходит положение. До начала февраля прием работ, творческих работ. Причем очень разные номинации. Это живопись, графика, и фото, и фотоколлаж, и литературное творчество, и это может быть прикладное искусство. То есть наши ребята каждый год участвуют, и мы приглашаем всю республику. Пожалуйста. Я недавно узнала про этот конкурс, да, читала положение, я очень первый раз услышала. Он давно идет, и мы ждем всегда вас, пожалуйста, участвуйте. Вот очень хорошо, если подобные же инициативы будут, скажем так, вот не только от столицы, да, скажем так, размещены или, может быть, предложены. Другие муниципалитеты, те, что проводят свои муниципальные какие-то конкурсы, мероприятия, посмотрите на свои школьные мероприятия. Может быть, есть смысл и школьный уровень сделать открытым для республики. Это и для школы организации республиканского уровня мероприятия будет почетно, хороший опыт организационный. И вот в рамках именно республиканского методического объединения. Опять же, обращаем внимание, в сетевом сообществе в папке методические материалы или в папке документы будем размещать положения, требования, да, конкурсы, для того, чтобы можно было обменяться этим опытом, предоставить эту возможность как детям, так и учителям. Это хорошее предложение. Потому что мы действительно очень мало что внутри республики знаем, что происходит в соседнем муниципалитете. Как правило, учителя, особенно учителя-стажисты, не имеющие возможности постоянно находиться в интернете, отслеживать, мониторить эту информацию, действительно остаются вне информационного поля. А молодым им помочь. Да. Информационную поддержку оказать. И все, кто нас сейчас видит, слышит, поддерживают идею и присылают свои мысли творческие по нашей работе между заседаниями, чтобы жизнь наша не останавливалась. Предложение там есть? Да. Ну, вот есть предложение, не предложение, а именно комментарии о том, что предложения хорошие, план работы мы принимаем, проголосовали за кандидатуру заместителя,
Вот. И предложение о том, что организовать обсуждение на страничке химика в форме чата и выбрать наиболее актуальные и востребованные, в том числе по конкурсному движению. Предполагаю, как раз в этот момент появилось это предложение. Мы действительно это сделаем. Всё это будет. Наш третий вопрос завершен. И предлагаю проект решения совещания об организации деятельности Республиканского методического объединения учителей химии. Утвердить проект положения о деятельности РМО учителей химии, представить его к обсуждению на портале «Открытое образование Республики Коми». Утвердить планы заседания проекта Республиканское методическое объединение учителей химии на 2017-2018 год, представить их к обсуждению на портале «Открытое образование Республики Коми». Утвердить совет, но мы Корректируем. Да, корректируем до 25 октября. Мы ждем всех, кто хочет с нами работать, войти в Совет Республиканского методического объединения учителей химии. И четвертое, решение предложить к обсуждению плановые мероприятия на 2017-2018 год на портале «Открытое образование Республики Коми». Есть. Коллеги, есть ли еще какие-то замечания или предложения для организации работы Республиканского методического объединения? И вы сейчас видите Значит, и на последнем слайде презентации, который тоже будет выложен на сайте «Открытое образование», мои данные Оксаны Валерьевны, телефон и адрес электронной почты. Пишите, звоните. Будем рады встрече с вами, очно и заочно. Ждем еще. Нет, предложений нет. Воркута, Устюгова, Удара, Винта. Согласны? Коллеги, еще один проблемный вопрос, не затронут он, насколько он действительно проблемный, хотелось обсудить, включить, внести ли в обсуждение выбор и качество учебно-методических комплектов по химии, которые на сегодняшний день входят в состав федерального перечня учебников. Есть ли у вас проблемы с качеством этих учебников? Потому что проходит сейчас формирование экспертиза новый перечень, учебники нового перечня. Пока мы не видим в том, что обсуждается, экспертируется больших изменений, все ли вас устраивает в ваших учебниках. Вот это, является ли эта тематика проблемной зоной для учителей химии, как, например, по другим предметам? Есть ли смысл нам включиться в работу по экспертизе учебников, по выработке предложений к авторам этих учебников, этих УМК? Если стройные эти УМК, если человек идет углублен, там есть авторы. Если есть общеобразовательный уровень базовый, то есть учебники. И там выбор у нас не такая большая. Единственное, что если представить новые комплекты, которые появились и которые интересны. У нас в республике 3 комплекта, я знаю, что работают. Используются. Я думаю, что может быть, кажется, дополнительно. То есть, если появляется, например, новый какой-то УМК, почему бы его не рассмотреть? В данном случае учителя, вот, к сожалению, сейчас учителя на курсы очень плохо ездят. А раньше мы на курсах выделяли один день, когда мы предлагали, либо представители издательства приезжали, они рассказывали про УМК, но это и есть необходимость. Особенно новые комплекты, они действительно профгос. Вот. И я бы еще одно предложение, продолжение вот этого. Это мобильное электронное образование, мобильная электронная школа. Я как раз выступал на форуме с этой темой. Дело в том, что гимназия искусств вошла в пилотный проект, мы сейчас реализуем. Это очень мощный ресурс.
совершенно с уникальным ОМК, с вопросами и позициями в соответствии с ФГОС, потому что реально многие не понимают, что такое ФГОС, а там разработано, понимаете, под руководством Кондакова, идеолога ФГОС, это разработано Сколково, и поэтому любой учитель, используя вот эти материалы, он защищен тем, что он действительно реализует программу в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Я бы, в принципе, вот вдогонку мог бы уже, наверное, конкретные результаты по апрелю месяцу я уже о первых результатах докладывал на форуме, что мы сделали за небольшие 3 недели. А я бы мог, скажем, рассказать об этом ресурсе, о возможностях ресурса. Может, в декабре? В декабре рановато. Очень трудно учителя раскачиваются. Дело в том, что это связано с интернетом, скорость маленькая, и там масса есть проблем, хотя ресурс замечательный. Как эксперт, много лет мы анализируем учебники химии, да, на кафедре естественного образования. Соответственно, я могу сказать, что ресурс современный, суперсовременный, и учителям он крайне необходим, даже если подключится просто учитель, стоимость минимальная, поэтому мэш, да, смешная цена. Вот, поэтому вот к апрелю я уже год пройдет, и какие-то серьезные результаты, и к следующему учебному году могут некоторые подключиться. Я вам покажу. В принципе, я продемонстрирую, также дистанционно покажу. Можно действительно в рамках какого-то небольшого открытого урока записать и показать, как это все работает. Значит, коллеги, рекомендуем предварительно ознакомиться с возможностями мобильной электронной школы. Как выбираете? Да, сайт школы можно найти, именно задав это название в строке браузера, любого браузера, мобильная электронная школа. Все, вопросы. Повестку дня мы сегодня исчерпали. Если вопросов больше нет, тогда мы будем прощаться. Ненадолго. На 1,5 месяца. Прощаемся мы ненадолго, потому что между заседаниями у нас будет активная жизнь. Очень активная жизнь. Все, спасибо. Коллеги, спасибо. До свидания. Это даже